утро! На календаре вторник, 18 февраля. Уровень регистрируемой безработицы в Чувашии составил 0,77%. По данным еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда, сейчас в республике более 4,5 тысяч безработных. С начала года на работу устроились более 2000 человек, в том числе 54 инвалида. Сейчас Чувашия занимает 4-е место среди регионов Приволжья с низким уровнем безработицы. В самой республике меньше всего безработных зарегистрировано в Цивильском, Маргаушском и Урмарском районах. До лыжни России остается 4 дня. 22 февраля в Чувашии стартует 38-я всероссийская массовая лыжная гонка. В Чебоксарах трассу организовали на базе спортшколы Олимпийского резерва по адресу Пристанционная, 10А. Регистрация участников будет проходить на месте проведения соревнований с 8 утра. Желающие смогут преодолеть дистанции в 3, 5 или 10 километров. В связи с недостатком мест для парковки организуют трансфер. 6 автобусов будут бесплатно возить участников соревнований от комплекса Чебоксары-Арена до трассы. Местом проведения лыжни России станет и Новочебоксарская Ельниковская роща. В программе детские, взрослые и ветеранские старты. Регистрация начнется также в 8 утра. В Национальной библиотеке стартуют традиционные дни памяти народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Сегодня там откроется книжная выставка «Поэзия Айги. Пространство тишины». А в галерее «Серебряный век» чуть позднее развернется экспозиция графики и живописи «Светом в свет». Посетители увидят фильм «Мир читает Айги», подготовленный Национальной библиотекой и студией Чувашкино. Кинолента рассказывает о жизни и творчестве поэта. Также можно будет ознакомиться с книгами и публикациями его произведений на разных языках мира. В дни памяти Геннадия Айги пройдут встречи для поклонников творчества поэта и познавательные уроки для студентов колледжей и вузов. Нынешняя зима выдалась малоснежной, но это не помешало ребятам из 85-го детского сада Чебоксары организовать у себя во дворе настоящее снежное царство. Там расположились герои чувашских легенд. Зайдя на территорию садика, попадаешь в чувашскую сказку, главный герой которой – богатырь Улыб. Воспитатели вместе с родителями выбрали именно эту тематику в честь столетия чувашской автономии. Для создания такой красоты понадобились снег, теплая вода и краски, а также свободное время и фантазия. Родители вместе с детьми приходили в выходные, чтобы слепить сказочных персонажей, залить каток и построить горку. Сейчас мы решили вот сегодня опять еще раз, очередной раз выйти, построить, достроить постройки. Сейчас мы с дочкой строим утку чувашскую, которая изображена на чувашском гербу. Все эти старания вложены, чтобы проявить себя в городском конкурсе «Постройка снежных фигур». В прошлом году 85-й детский сад уже занимал в нем 3-е место. Тогда на месте чувашских героев стояли африканские звери. Благодаря им во время прогулки малыши знакомились с миром джунглей. Ну а в этом году дети вместе с воспитателями изучают культуру родного края. Каждый год с мамой приходим в детский сад и строим снежные постройки. В этом году мы построили чувашского богатыря Чувашечку. Наши снежные постройки, они многофункциональны и передают собой национальный колорит. Здесь можно увидеть и герб Чувашской республики, и познакомиться с узорами чувашской вышивки. Строительство зимних фигур – дело кропотливое. Чтобы дети не замерзли, с ними провели флешмоб. Ну а окончательно согреться помогли горячий чай и блины. Ну а на сегодня это все. Всем отличного вторника. Увидимся завтра.